Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, все, кто присоединился к нам на волне Радио России Волгоград на частоте 98,3 FM. В студии Инесса Шевченко, за звукорежиссерским пультом Алексей Клаус. И в начале разговора я представляю своих детей. Это гостья нашего города, человек, благодаря которому история, произошедшая в 2018 году в Волгограде, я ее чуть попозже напомню, получила сегодня свое продолжение. Это член Союза журналистов России Злата Тебеева. Здравствуйте, Злата. Очень рада вас видеть. И председатель Волгоградской региональной детской организации «Созвездие талантов» Лариса Камышева. Добрый день, Лариса. Всем здравствуйте. Повод замечательный у нас на самом деле. Северная Осетия и Волгоград настолько связала плотно история военной судьбы двух братьев и одной сестры, что, наверное, в 2018 году, когда мама Златы приезжала сюда, найдя своих братьев, точнее не братьев, а их имена на стеле памяти на нашем мемориальном кладбище, вот тогда, наверное, эта история затронула сердца большинства волгоградцев. Честно скажу, я плакала. Я делала этот сюжет, я была там на Мамаевом кургане, и видя глаза этой женщины, видя в руках ее фотографии трогательные, честно, я пришла, и для того, чтобы сесть писать материал, мне понадобилось часа полтора, чтобы просто прийти в себя. Злата, вам спасибо за то, что продолжаете хранить память, к сожалению, да, как вы сказали, уже мамы вашей нет в живых, но в ваших руках теперь, что называется, и их судьба, и ее судьба. И я знаю, что сегодня они все вместе. Что произошло? Расскажите, как это было. Ну, как это было в 2018 году или до того, как? Или Давайте напомним и историю 2018 года, и... Ну, начнем с того, что мама моя, она одна из 5 детей, которые были в семье. Старшие 2 брата, потом она, потом сестра Ажау и младший Василий, которому было 2 года, когда не стало родителей мамы. Старшие братья предписали себе по 2-3 года и ушли на фронт. Мама, когда она лишилась родителей, было 5 лет, они попали все в детдом. Потом каким-то чудом старшие братья сбежали с детдома и уехали в это село, где родились. А мама и остальные оставались в детдоме. Маму забрали одни родственники с Моздока, потом девочку вторую удочерили с селения Зильги, оттуда с Гоевы. А самый младший, 2-летний Василий, вообще исчез из поля зрения. Мы не знаем до сих пор, вот мы с мамой пытались искать, не нашли. Во время войны приходили письма от Зантимера. Зантимер, который похоронен вот здесь, на Мамаевом кургане. Но тетя, мамина тетя, она боялась, что немцы придут, увидят эти письма и расстреляют семью. Она боялась, и поэтому все письма были сожжены. Ни одного письма не сохранилось. К сожалению, всего-навсего осталось по одной фотографии вот этих братьев. Из этих фотографий как раз я сделала и эти на бессмертный полк. На другого брата пришло извещение, что он пропал без вести. Но так как они очень дружны были между собой, когда один сбежал из детдома и другого выкрал, вот настолько они были близки, что мама посчитала, что, скорее всего, он тоже здесь где-то. И когда она приезжала сюда, она искала фамилии на стелах, на всех памятниках Волгограда, 3 она приезжала. Искала и не могла найти. Она была очень сильно расстроена. Ну и я, конечно, тайком от нее, чтобы ее лишний раз не расстраивать. Я тоже искала.
Искала, ко мне приходили ответы о том, что нету, 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 нету. И вот появился интернет. Я начала искать по интернету. Год искала, 2 искала, 5 искала. Потом случайно нажимаю на сайт, я не помню, что сайт Мамаева Кургана, по-моему. И вдруг мне выскакивает: Дулаев Зантимир Кримович похоронен, написано Мамаев Курган. И обратный адрес электронный. Я пишу. Я сегодня даже Крутикову, генералу Крутикову показывала это письмо. Это правда, что у вас похоронен Дулаев Зантимир Кримович? Да, правда. И тогда уже я позвала маму. Мама говорит: посмотри, пожалуйста. И вот реакция мамы была слезы. Слезы. То есть она обрадовалась, что все-таки нашли мы. И это было где-то в 17 году, а в 18-м мы решили приехать сюда. Мы приехали с сыном моим, с братом. Здесь племянник живет с семьей. Вот племянница, внучатая, маленькая, родственники собрались, диаспора, совет ветеранов, вот, Лариса Камышева. Благодаря ей состоялась вот эта вот встреча, благодаря ей мы приехали сюда, и мама смогла увидеть место захоронения своих братьев. Ну, спасибо, Ларисе. Потрясающе, конечно, на самом деле история, достойна художественного фильма. Но теперь, почему я сказала, что семья воссоединилась? Наверное, сегодня и у вас, на вашей родине, есть тоже частица земли с Мамаева Кургана. И фотографии теперь все вместе, что они действительно, вот, как и положено по традиции, не друг от дружки далеко, а все рядышком. Дело в том, что вначале нам девочки прислали землю отсюда, с Мамаева Кургана, и мы эту землю рассыпали на их родине, в селении Нарт, у памятника всем жителям, которые ушли на фронт и не вернулись. В селении Нарт есть такой памятник. И там фамилии обоих братьев, там, на этом памятнике, и там мы рассыпали эту землю. В ответ мы оттуда взяли землю, привезли сюда, и ее насыпали вот возле памятника осетинам, погибшим во время защиты Сталинграда. А теперь, когда мамы не стало, она просила на ее памятнике обязательно нарисовать фотографии братьев и сестры. И вот сейчас я опять беру землю, и чтобы уже окончательно вместо постоянного успокоения маминых братьев сделать дома. И сегодня генерал Крутиков мне преподнес землю Мамаева Кургана, и я это сделаю. То есть земля с сертификатом, Да, что это действительно да, отсюда. Да. Удивительно трогательная история, как ребята из созвездия талантов, которые в курсе всех происходящих событий, ее воспринимают. Ну, вообще-то удивительно, потому что они готовятся, и когда Злата была в поезде, я говорю: а мы тут готовимся к встрече вас на Бессмертном полку. Вот они очень воспринимают это ответственно. Я скажу больше, знаете, как даже и волонтерские ряды в этой ситуации, как наше движение «Рука в руке» и отряды «Добро-34», ну, закрепляются такими историями. А Потому действительно, что ведь война соответствует недалеко, названию да? все. Да? И рука в руке, вот Да. оно, пожалуйста, продолжение истории. И Добро-34, ну, вот как нельзя лучше все Да, направления. то есть как мы выбрали вот это агентство, да, социальной активности, и вот мы как агенты Добра-34 нашего региона продолжаем вот такие встречи благодаря, наверное, тем людям, которые вокруг и идут навстречу друг другу. Но я скажу, что сегодняшний наш день, а сегодня у нас 6, да, мая, как раз победа идет по Европе, и мы первый день начали прежде всего общение с ребятами. И мы были в легендарной 34-й школе, ведь братья пришла похоронка, что погибли под Сталинградом в составе 39-й дивизии.
И мы ехали по улице 39-й, купив цветы, приехали к школе, встретились с ребятами в музее, были в их землянке, подошли к их памятнику в честь воинов 39-й гвардейской дивизии, возложили цветы. И общение было с ребятами не просто 9-10 класса, а ребята, которые экскурсоводы в этом музее. Ну, то есть так тепло, так интересно. И в этой ситуации опять прошлое было с настоящим, и я думаю, дальше будущее. Потому что Злата сегодня привезла свои фотографии. Вот об этом Фотографии, хотела как да, раз и поговорить. фотографии Владикавказа, Осетии, Южной Осетии, городов и мест, где она бывает и где она видит чудесную страну нашу. И вот это взаимодействие, да, человека, который видит душой и глазами, и может общаться с поколением любого возраста, меня сегодня это опять поразило. И я опять для себя говорю, как здорово, что вообще мы работаем с детьми, да, что мы взаимодействуем с ними, что дети также относятся к истории своей страны и к истории Сталинграда, Волгограда, и что они, для них это тоже событие. И я очень рада. На самом деле это событие, и событием как раз является еще и то, что уже вот по сложившейся традиции, я не знаю ни одного народа Кавказа, который бы, приезжая в гости, не привозил все самое лучшее. По традиции одаривают гостей самым лучшим, и, приходя в гости, везут все самое лучшее. Вы же тоже не смогли приехать в этот город с пустыми руками. И история страны вашими глазами, наверное, сейчас, в наше сегодняшнее, безумно нелегкое и мало кому понятное из здравомыслящих людей время, она как нельзя более кстати. Что привезли? Я привезла фотографии. Фотографий очень много. Конечно, хотелось бы сделать побольше выставку, стационарную, с рамками, но невозможно было из Осетии привезти эти рамки, эти элементарно даже вот оргстекло, под которое бы я просто поставила бы, прикрепила бы скрепочками. Невозможно, потому что это все тяжело. Поэтому я привезла только распечатанные фотографии, фотографии Осетии, ветеранов Осетии, памятных дат, вот, допустим, парад на площади у нас. Затем у нас было мероприятие «Помним», ежегодное мероприятие, проводимое Союзом театральных деятелей на танке, мы так называем, на танке, это на площади у нас стоит танк. Вот, и ежегодно там у меня проходит выставка. В прошлом году проходила выставка. Одна из экспозиций этой выставки была ветераны, ушедшие уже от нас, то есть которых уже нет. Но среди них, конечно, фотография моей мамы. Вот. В этом году тоже, в прошлом году ушли несколько ветеранов, в этом году ушли тоже очень хорошие люди, ветераны, поэтому с каждым годом их становится меньше и меньше, и я их помню по своим фотографиям. Я привезла и природу Осетии показать, чтобы вы многие видели, какая красивая у нас живописная природа. Побывала я во многих местах страны. Я побывала в Абхазии, я побывала в Южной Осетии. В Южной Осетии у меня была выставка. В Донецке у меня была выставка. Она проходила в 2017 году, в 2017 году выставка была. Вот. Я трижды была на Донецкой земле. Вы знаете, это что-то было невероятное. Так мне понравилось там и сам город, и люди, и встреча, и выставка, которую я провела там. И по ходу я еще очень много фотографировала. Вы знаете, я там готовлюсь сейчас, но я не знаю, вот, наверное, когда все это закончится, у меня там выставка будет «Донбасс живет». Так она будет называться. То есть вопреки всему Донбасс живет. То есть фотография детей, которые катаются на машинках. Я привезла такую фотографию. Фотографию, где этот бассейн, дети купаются.
фотографии, где на скейтах катаются, такие вот старичок, коз ведет, а рядом разрушенные здания. Понимаете? То есть жизнь идет, несмотря ни на что, жизнь идет. Донец живет и будет жить. А иначе быть не может. Иначе все это вообще не имеет никакого смысла. Вот в каждом городе я пытаюсь найти самое интересное, самый такой вот гвоздик, такой вот, чтобы меня зацепило и зацепило других. Ну, как-то я ехала из Ростова и увидела памятник. Памятник 4-й казачьей дивизии. Вы знаете, мне настолько этот памятник затронул, что первый раз я проезжала, я растерялась, я не успела сфотографировать, я не сама была за рулем. А второй раз я попросила: остановите, пожалуйста. Меня остановили, я сфотографировала. Очень такой красивый живописный памятник. Вот. Потом по дороге в Донецк есть с правой стороны еще один памятник, мемориал, большой мемориал. И я его не смогла сфотографировать, потому что там как раз пост ГАИ находится, и целенаправленно там не смогла я туда попасть. Потому что мы зависели от другого, чужого мнения. Ну, не я была ни водителем, ни этим ответственным за переезд, за проезд этот. Поэтому у меня не получилось его снять. Но в следующий раз я, наверное, сниму все это. То есть у вас есть еще и далеко идущие планы. То, что вы однажды увидели и не смогли снять, Я должна. вы возвращаетесь Я к этому. обязательно должна снять, потому что В я этом и есть запоминаю. профессионализм, да. А бывает ли такое, вот как у мастера, как у профессионала, что фотография получается с первого дубля, что называется? Да, да. И это, наверное, самые ценные фотографии, когда удалось поймать вот этот миг в кадр. Особенно это получается, когда я снимаю насекомых, когда я снимаю макросъемку делаю. То есть я залезаю прямо вот в центр цветка, и вот прямо вот с тычинки, с пестика вот это все снимаю, это бывает что-то. То есть помимо вот таких вот репортажных Да. съемок, есть еще и съемки для души, да? Да. А почему хочется вот такую красоту снимать и потом людям показывать? Ведь все-таки журналистская профессия – это больше репортерская Да. профессия, это жизнь. А вот эта красота, что она дает? Ну это, понимаете, это зов души. Вот хочется увидеть красивое. Это оно или есть, или его нет. Понимаете? Вот это чувство настолько неотъемлемое для меня, вот, что я, например, себя не представляю без него. Вот желание увидеть что-то интересное, желание увидеть что-то красивое, снять это обязательно, запечатлеть. А вот что действительно для вас важнее, увидеть самой или дать возможность увидеть другим? Вы знаете, дать увидеть другим то, что я увидела я сама. Понимаете? То есть вот это взаимосвязано, две Да, стороны одной медали, это, да, это обязательно. То есть другие должны видеть то, что я вижу сама. То есть постараться передать им доступно то, что я хочу увидеть. Вот то, что я вижу, они должны понять, что я хочу им показать. Понимаете? Фотография на самом деле уникальный жанр, который позволяет это увидеть, и каждый наверняка домысливает что-то еще, глядя на ваши фотографии. То есть это не только сиюсекундное впечатление. Если фотография на самом деле хороша, она западает в душу, хочется думать, написать или увидеть продолжение и так далее. Ларис, вот к тебе вопрос. Ты наверняка видела все эти фотографии, о которых сегодня идет речь. Вот твое впечатление и впечатление ребят, если они эти фотографии видели. Мне кажется, они в очередной раз увидели красоту нашего Кавказа. И то, что это великолепное дополнение вообще в нашем ожерелье, да, российском. То есть оригиналы природы, которая своей яркостью, как говорит Злата, у нас и зима бывает, но это такая зима интересная, пушистая, а потом раз и солнечная. Это красота кавказских танцев. Даже фотографии они летают и танцуют. Костюмов, которые раскрывают сразу, вот, говорю, мурашки поймались, да, то есть оно вот, ребят, и сразу у них даже глаза приоткрылись. И в то же время монументальность
изысканность любого исторического памятника. Что в Северной Осетии, что в Южной Осетии, да, что В в Абхазии. Абхазии, да, то есть вот так природа взаимодействует со всем, что делает человек, и ты радуешься, что это часть твоей страны. И, конечно же, вот это умение фотографа захватить исторический момент. То есть, если это ветераны, да, как помним, да, то ты видишь и как будто ты внутри, так же, как фотограф, внутри этой ситуации, как будто это происходит с тобой. И я вот так вот То есть вместе, действительно да, фотограф смотрит уже Это- твоими да, глазами. на это всё. удивительно. И мы постарались вместе, Удается, да, и значит. комитетом территории, информационной политики, и Домом дружбы, и нашей диаспорой, да, Северной Осетии. И я уверена, что и телевидением, и радио, все, кто делает эту встречу продолжением этой истории, чтобы в будущий новый, я уверена, она будет, эта фотовыставка, те фотографии новые, которые увидит Злата своим глазом, потому что у нас будет и молодежный театр у «Войны не женское лицо». Это будет парад на наш Волгоградский 9 мая. Это будут встречи на Мамаевом кургане. А еще будет то, что она уже сама говорит, а я вот должна пойти и вокзал. То есть она увидела, Злата, наш прекрасный центр Волгограда, да, который напоминает Сталинград, когда есть улочки Царицына. У нас удивительный город. И художник, фотограф это сразу увидела. И она говорит, и уже, а самое главное, она пока не рассказала секрет, я это узнала. Она еще, как говорится, фотограф-монтажник. Она обожает снимать с высоты. Но это ее, наверное, секрет. На каланчу. Вперед. Ну, вы знаете, на Каланчу я в Донецке снимала с 23-го этажа. Ну, это Очень примерно паруса. Панорамный снимок. Насчет там- парусов не знаю, а на каланчу добро пожаловать. Кривеческий музей даст добро и согласится, А и мы сам проведет и сегодня покажет. будем, так что попробуем. Попробуем, да. Вот, они с удовольствием и с радостью на это идут, тем более вот ради таких благих целей. И мне кажется, будет у вас момент, обязательно будет, вот я смотрю на вас, и я вас чувствую, потому что я обязана чувствовать тех людей, которые ко мне приходят, иначе их не почувствует никто из радиослушателей по ту сторону эфира. Мне кажется, в какой-то момент вам захочется остаться с нашим городом наедине, чтобы он и вашим стал. Таким же, как ваш Владикавказ, таким же, как Северная Осетия, таким же, как все города, в которых вы побывали. Вот я искренне от души вам этого желаю. Спасибо большое. Благодарю вас за такую теплую и очень информативную встречу сегодня в эфире Радио России Волгоград. И пусть у нас всегда-всегда будет только мирное небо, а все люди – герои ваших фотографий, и всех остальных только улыбаются на них. Спасибо большое. Спасибо. Это самое главное событие в нашей Здоровья жизни. всем нам, мира и добра.